Минарет средневековой мечети Шукуралла-Эфенди может рухнуть в любой момент. Об этом сообщили в администрации евпаторийского предприятия «Малый Иерусалим». Экспертная комиссия в этом году закрыла доступ к мечети. Есть риск того, что из-за обрушения могут пострадать как посетители, так и еще один уникальный памятник архитектуры – Текия Дервишей. Разрушенная верхушка, выпавшие камни, трещины, стянутые стальными скрепами. Так выглядит минарет мечети Шукуралла-Эфенди, расположенный на территории архитектурного памятника Текия Дервишей в Евпатории. Уникальный объект в плачевном состоянии уже не одно десятилетие. И во время плохой погоды, шторм, ветер, сильные дожди, минарет просто качается. Неоднократно комиссия выводила вердикт о том, что этот минарет нужно реставрировать, то есть ее разобрать и собрать заново. Но для этого нужны деньги. Деньги, по обещанию Аксенова, вроде выделены, но до сих пор ни денег, ни начала работы мы не видим. В начале года экспертная комиссия закрыла доступ к аварийному объекту. Минарет может упасть. Летом угроза меньше, а зимой вода замерзает и разжимает кладку, рассказывают сотрудники унитарного предприятия «Малый Иерусалим», на балансе которого и находится мечеть с минаретом и Текия Дервишей. По словам хранительницы обители Алифе Яшлавской, если раньше наклон минарета был 3 градуса, то сейчас уже 12. Минарет мечети Джума-Джами наклоняется, посмотрите, верхушку, в сторону Текие. И если этот минарет в случае обвала упадет на Текие, мы потеряем памятник уникального значения, которому нет аналога на всей территории бывшего СССР. Нам история не простит, если мы потеряем Текие из-за разрушения минарета. При этом, сообщили в Малом Иерусалиме, деньги на аварийные работы есть. По федеральной целевой программе предусмотрено 35 миллионов рублей. Между заказчиком работ, администрацией Евпатории и главным распорядителем денег, Госкомитетом по охране культурного наследия Крыма, даже подписано соглашение о их выделении. Но загвоздка в том, кто будет делать проект реставрации и заниматься как аварийными работами, так и самой реставрацией мечети. Насколько нам известно, в Крыму нет фирмы, имеющей 2 лицензии сразу и на проектирование, и на реставрационные работы. Поэтому, скорее всего, это будет не крымская фирма. Но все может измениться. В администрации предприятия предполагают, что освоить эти деньги в этом году нереально, но надеются, что их оставят в программе на следующий год.